В духовенство Чеченской Республики семья Халиловых прибыла из Геленджика. Они проделали этот долгий путь ради старшего сына. 7-летний Даниил решил принять ислам. Для нас тоже большая честь поприветствовать гостей. Также для нас большая честь, что под нашим руководством одним больше из рабов Аллаха принимают единобожие и хочет поклоняться единому Богу. Условие принятия ислама – это произнесение слов свидетельства, то есть шахады. Мальчик с радостью сделал должное и на месте же выбрал для себя новое имя. Теперь его будут звать Ислам. Ашхаду. Ашхаду. Я свидетельствую. Я свидетельствую. Ан. Ла илаха. Что нет божества. Что нет божества. Илляллаху. Кроме единого Аллаха. Ва ашхаду. Анна. Мухаммадан. Я также свидетельствую. Что истина Мухаммад. Абдуху. Ва Расулуху. Что является рабом Аллаха. Что является рабом Аллаха. И его посланником. Родители мальчика тепло приняли решение сына. Всю жизнь мечтал, не всю жизнь назовем, можно сказать, последние годы мечтал, как говорится, чтобы ребенок все-таки принял ислам. Ребенок уже рос, взрослеет и начал задавать вопросы: пап, что такое христианство, что такое мусульманство. И приходится все-таки ребенку маленькому, когда он еще сознание у него еще не сформировалось, все-таки объяснять некоторые вещи вот такие. Объяснял, что такое христианство, объяснял, что такое мусульманство. И мне последние годы мечтал о том, чтобы приехать в Грозный, именно чтобы ребенок принял ислам. Мое мнение как мамы, конечно, сын должен идти за папой, чтобы он брал пример, смотрел, как происходят все эти обряды, потому что папа у нас является авторитетом. С каждым годом количество новообращенных в ислам только растет. На сегодняшний день 23% всего населения Земли являются мусульманами. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов. Неделя.